Итак, сегодня я хочу рассказать о 5 привычках преуспевающих людей. Номер 1. Просыпайтесь рано. Преуспевающие люди встают с позаранку. Ведь чем раньше они начнут свой день, тем больше дел успеют совершить. Не забывайте, кто рано встает, тому Бог подает. И, конечно, кто рано просыпается, тот хорошо будет спать ночью. Если очень уж трудно подняться, заведите себе особенно звонкий будильник, такой, что мертвого разбудит. И обязательно поставьте его подальше, чтобы невозможно было дотянуться с кровати, чтобы приходилось вскакивать и бежать через всю комнату. Привычка номер 2. Много читайте. Все, что мы читаем, наполняет наш мозг новой информацией. И нельзя сказать заранее, когда эта информация может пригодиться. Чем больше у человека знаний, тем лучше он подготовлен к возможным жизненным трудностям и испытаниям. Кроме того, чем начитаннее человек, тем богаче его словарный запас. Красноречие и способность ясно излагать свои мысли очень важны. Они ценятся в любой профессии. Когда читаешь книгу, приходится держать в памяти сведения о множестве персонажей, их личные качества, родственные связи, подробности их жизненного пути. К тому же нужно следить за переплетением сюжетных линий и авторскими отступлениями. Это довольно большой объем информации, но наш мозг устроен удивительным образом и способен запоминать все это относительно легко. Интересно, что любая запоминаемая нами информация прокладывает в мозгу новый нейронный проводящий путь, а заодно укрепляет уже существующие пути, что способствует развитию краткосрочной или оперативной памяти. Точных рекомендаций, сколько времени следует уделять чтению, просто не существует. Но формирование повседневной привычки углубит ваши знания и облегчит дорогу к успеху. Иншаллах. Привычка номер 3. Позаботьтесь о собственном здоровье. Всем нам прекрасно известно, насколько важны правильное питание, физические упражнения и отказ от вредных веществ. Но задумывались ли вы когда-нибудь, почему мы это делаем? Полезная привычка – это такое поведение, которое способствует вашему физическому, умственному и духовному здоровью. Эти привычки улучшают общее благосостояние и поднимают настроение. Однако выработать их непросто. Порой для этого приходится менять образ мыслей. Но если вы готовы на жертвы ради собственного здоровья, последствия могут быть очень далеко идущими. Привычка номер 4. Не равняйтесь на других. Чей-то путь к успеху вполне может вдохновить на новые свершения. На чужих ошибках и победах многому можно научиться. Что нужно делать, а чего наоборот делать не следует. Но как только мы начинаем сравнивать чужие достижения со своими, вместо того, чтобы ими вдохновляться, мы можем почувствовать зависть, подавленность и даже собственную никчемность. Просто комплекс неполноценности. Все мы меряем по окружающим свои успехи и неудачи, обычно равняясь при этом на более преуспевающих людей. Действительно, не видя, чего достигли другие, как понять, что вообще возможно. Я имею в виду, как еще понять, на что мы способны. Но по мере карьерного роста, это постоянное сравнение может привести к развитию профессиональной зависти. И если это чувство вовремя не пресечь, оно способно вызвать излишний стресс и помешать нашему собственному успеху. Поэтому очень важно распознать в себе это чувство зависти. Ведь то время и силы, которые мы тратим, переживая о чужих делах, можно и нужно потратить на развитие собственной карьеры и улучшение своей жизни. Преуспевающие люди понимают, что их жизненный путь уникален и ни с чем не сравним. Поэтому они вкладывают в самих себя, сосредоточившись на собственных целях. Как лошадь с шорами на глазах, которая видит только финишную прямую. Привычка номер 5. Постоянно напоминайте себе, что ваше время ограничено и не бесконечно. Это поможет прожить каждый день как последний в своей жизни и усердно трудиться день за днем для достижения своей мечты, чтобы оставить после себя буквально легендарное наследие. Успех — это путешествие, которое преодолевается шаг за шагом. И каждый шаг — это урок, это улучшение и исправление. Успешные люди движутся всегда вперед, навстречу следующему испытанию и жизненному уроку. На этом позвольте закончить сегодняшний урок. Итак, учитывая все вышесказанное, давайте использовать эти 5 привычек как начало отсчета, как начало строительства успешной жизни в нашем понимании.